Народные избранники Камрата на сегодняшнем заседании утвердили на будущий год бюджет, который составил чуть более 44 миллионов леев с дефицитом в 2 миллиона. Председатель бюджетной комиссии муниципального совета Светлана Камильчу отметила, что особых разногласий у советников по этому вопросу не возникало. Поэтому все сегодня единогласно утвердили бюджет, статьи расходной части которого направлены на дошкольные и детские учреждения. Бюджет, который мы приняли, я в нем уверена, потому что я знаю, это был сделан максимум, что могла сделать Приморье на 2016 год. Вы знаете, что бюджет составляет 44 миллиона, 2 миллиона является дефицитом. Если в сравнении с прошлым годом дефицит бюджета был 5 миллионов, то есть остаются те же содержания реабилитационных центров. Вы знаете, очень много тратится средств на содержание детских садов. Но, в принципе, я думаю, что сделано было максимум для улучшения финансовой части на 2016 год. Положительно оценил принятый городской бюджет в своем интервью советник муниципального совета Дмитрий Манол, отметив тем самым, что небольшой дефицит бюджета 2016 года муниципальному совету получится покрыть за счет налогов и соответствующих источников. Новое руководство Приморьи рассмотрело новый бюджет на 2016 год. Они показали нам, что было в 2015, что будет в 2016. Там, конечно, есть маленькие изменения. Мы посмотрим, насколько реален он будет и насколько реально будет исполнен за 2016 год. Есть там налоговые понижения и повышения для определенных категорий. В будущем году думаю, что все будет хорошо. В целом по бюджету больших отличий нет, если сравнить с прошлым годом, подчеркнул примар Камрата. Невзирая на небольшой процент инфляции и рост цен на энергоносители, городские власти постарались многие виды налогов оставить на прежнем уровне. Бюджет города остается на уровне прошлого года, несмотря на то, что у нас инфляция была 12%. Думаю, что всем людям, которые хоть маломальски умеют считать, это не нужно долго объяснять. У нас 14 лей был или 16 лей был доллар, сегодня он 20 лей. Все цены поднялись и на газ, и на электричество, все поднялось, а сбор налогов мы оставили на уровне прошлого года, кроме незначительных мелких налогов, которые являются там 0,01%, там, где нам констатирована налоговая инспекция, от того, что мы обязаны были поднять согласно закона Республики Молдова. Все налоги, что касается, тем более, рыночного сбора, это может быть сегодня мы решим на совете, но может пойти только на понижение, но не на повышение. Несмотря на то, что некоторые советники предлагали повысить налоги на определенные услуги, в итоге все же народные избранники решили на будущий год не идти по пути повышения, хотя многие из них ссылались на кризис в стране. Тем не менее, кое-какие сборы даже уменьшились. Например, рыночный сбор. Связано это с тем, что городские рынки с каждым днем пустеют. Еще один налог, который остался на уровне прошлого года, за сбор мусора.